Всем привет! И с вами 10-й юбилейный выпуск школьных новостей. И с вами Марьяна Садрина и Виталий Куприянов. Здравствуйте, меня! Помимо того, что 31 октября это Хэллоуин, в этот день в нашей школе проводится станционная игра «Мы будущего звено». Сюжет Марьяны Садриной. Сегодня, когда заканчивается первая четверть, для 7 классов проводится станционная игра «Мы будущее звено», и начало ее проводится в актовом зале. Всего было около 10 станций, включая такие полюбившиеся ребятам, как фотостанция, викторина, достание из ведра, карандашики. Приняло участие примерно 80 человек, и все остались довольны проведенным мероприятием. Эта станционная игра проводится традиционно в конце второй четверти. Бег по станциям успешно завершен, и вожатым удалось провести веселые и в некоторых местах сложные задания. 2 ноября был финал конкурса «Водопад талантов». Сюжет Любы Никифоровой. Сегодня в актовом зале собрались самые активные школьники с 5 по 8 класс. Конкурс объединил на одной сцене талантливых ребят, которые умеют петь, танцевать и обладают большим потенциалом. Зал был полон зрителей. Слушатели активно поддерживали участников «Водопада талантов». Наша школа организовала праздничный концерт в честь Дня матери. Сюжет Любы Никифоровой. Сегодня, 24 ноября, в нашем актовом зале проходит торжественный концерт, посвященный Дню мам. На сцене специально для всех мам выступили различные классные коллективы, ансамбль и певцы с самыми лучшими номерами. Концерт получился ярким и по-настоящему праздничным. Вам понравился концерт? Да, концерт прошел отличный. На самом деле ведущим я не был уже давно, с университетских времен. 26 ноября вся страна, в том числе и наша школа, писала географический диктант. На месте побывала Тамара Благинина. Сегодня наша школа стала одной из площадок проведения Всероссийского географического диктанта. Поддержать проект Русского географического общества пришло более 100 наших учеников, выпускников и учителей. Диктант проводится уже в 3-й раз. В этом году его пишут не только в России, но и еще в 25 странах мира. Вопросы диктанта разделены на 3 блока. Первое – это географические термины, второе – работа с картой и третье – определение географических объектов по их описанию. С вами были Тамара Благинина и Дарья Секритова. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не забудьте про колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, кстати, 10 декабря выходит новый короткометражный фильм «Под фонарем». Всем пока! И хорошего вам дня! Спасибо всем работникам столовой за вкусную еду. У нашей школы обширное меню. Свежая еда. Лучшая выпечка у нас. Спасибо за микроволновки. Вкусная. Многообразная. Лучшие. А мне очень впечатлили все номера, выступления. Ребята так хорошо танцевали, пели. Она хочет попасть за кадром. Да. Стала одной из площадок. А что я на тебя опять смотрю? Я ее ненавижу очень. Всем привет! Ой. Да. Я затупила. Сорян. Не забудьте про колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока. Ну что ты? Писала географический диктант. Там все-таки бывала Тамара.